Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. В конце прошлой недели, аккурат в день установления 13 лет назад дипломатических отношений между Россией и Абхазией, в Сухуми с визитом побывал известный российский политолог, профессор МГИМО, общественный деятель Андроник Мигранян. Он встретился со студентами Абхазского университета, дал пресс-конференцию и несколько интервью. Для нас представляются важными и интересными его размышления и мнения по разным вопросам, касающихся и Абхазии, и региона, в котором мы живем. И вот какие моменты мы хотели бы выделить. Политолог очень много рассуждал о том, как выживать маленьким государствам и народам, и отметил, что самым главным вызовом для маленьких государств считает умение за очень короткое время выработать зрелую политическую культуру у национальной элиты. Цитата: «Вначале кажется, что вы получаете независимость, и независимые государства вас признают, и уже все вопросы решены, но выясняется, что все только начинается», сказал политолог в интервью радио «Спутник Абхазия». Рассуждая о российско-абхазских отношениях, он отметил, что развиваются они не так стремительно, как могли бы, и тут Мигранян уверен, что быстрый результат могут дать абхазские инициативы, то есть инициативы, направленные с абхазской стороны, рассчитанные на конкретные группы и интересы в России. По его мнению, ожидать мощного прорыва на государственном уровне неверно, так как эти инициативы, проходя, так сказать, промежуточные звенья, где-то там глохнут, сказал Мигранян. Также в ходе интервью был поднят вопрос о том, как совместить вопрос сохранения абхазской государственности с привлечением больших инвесторов и больших денег в Абхазию. В этой связи политолог отметил, что нельзя замкнуться на себе и думать, что вы можете изолироваться, никого не пускать и при этом еще и развиваться, отметил он. Цитата: «И с другой стороны, я понимаю, это угроза. Нельзя просто так распахнуть дверь и сказать: идите, берите и платите». В этой связи политолог отметил важность установления определенных законов, которые могли бы заинтересовать внешних инвесторов, но при этом с учетом абхазских интересов и с участием местных бизнес-групп. При этом Андроник Мигранян призывает остерегаться необратимых шагов. Все шаги, по его мнению, надо делать с пониманием их маневренности, чтобы всегда в случае чего ты смог сделать шаг назад, отметил политолог. Цитата: «Для таких маленьких государств необратимые шаги – путь к гибели». Также существенным фактором в принятии таких решений должна быть консолидация всего общества, уверен Мигранян. Говоря о ситуации на Южном Кавказе, особенно после Карабахской войны, Мигранян в подробностях остановился на роли Турции в регионе и назвал ее серьезным стратегическим игроком на Южном Кавказе. Цитата: «Я имею в виду их серьезное продвижение на Южном Кавказе, их очень серьезное продвижение в Азербайджане, в Грузии, и у них есть еще очень серьезные намерения, связанные с Арменией, а аппетит, как говорят англичане, приходит во время еды. И Эрдоган мнит себя чуть ли не турецким султаном и главой мусульманского мира», сказал Мигранян. Более того, политолог уверен, что, так сказать, аппетиты турецкого лидера направлены и дальше, на Северный Кавказ, а также Крым и Украину. Рассуждая о последних событиях на Южном Кавказе, Мигранян отметил, что Карабахская война выявила уязвимость Армении. Ее государственность находится в опасности, считает политолог. Турция впервые прорвалась на Южный Кавказ, явно претендует на то, чтобы иметь военную базу в Карабахе, а также в Азербайджане. Более того, турецкие силы даже претендуют на то, чтобы что-то значить и на Северном Кавказе, отмечает Мигранян. Он также обратил внимание на то, что очень важно в этой связи иметь более внятную позицию России, ведь именно их присутствие в зоне Карабахского конфликта и помешало еще более масштабным военным амбициям Алиева, считает Мигранян, вспоминая о том, что в Азербайджане очень часто Армению называют Западным Азербайджаном. Другая интересная тема, которая также поднималась в контексте обсуждения различных геополитических вопросов, это, конечно, было положение и перспективы Грузии. Политолог отметил огромное множество проблем Грузии внутри и сказал, что всерьез считает, что ее государственность находится в опасности. Думаю, Грузии стоит думать о том, чтобы сохранить то, что осталось от государства, а не о возвращении каких-либо территорий, отметил Мигранян. В частности, он отметил, что внутри самой страны складывается довольно сложная ситуация, а также в случае, если те, кого за Ингуром считают главной политической
опорой Соединенные Штаты Америки выберут в качестве главного стратегического партнера на Южном Кавказе Турцию, положение Тбилиси станет еще более уязвимым. Все размышления известного российского политолога, как раз приуроченные к дате установления дипломатических отношений с Россией, конечно, заставляют задуматься о важных вопросах геополитики и планах стратегического развития нашей республики. О некоторых аспектах мы также решили побеседовать с политологом и общественным деятелем Натальей Акаба. Здравствуйте, Наталья Нуриевна. Здравствуйте, Арифа. Наталья Нуриевна, как вы знаете, 9 сентября исполнилось 13 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Абхазией. И как вам кажется, вот это важная дата, конечно, в нашей новейшей истории, но тем не менее она принесла и свои плюсы, но и вызовов тоже немало. Вот что бы вы отметили в одной колонке и в другой, так скажем? Ну, я лично считаю, что позитивные факторы преобладают. Это то, что Абхазия теперь вот, частично признанное государство, и Россия является фактически гарантом нашей безопасности. Это, конечно, очень важно, хотя действительно, конечно, не все проблемы решены в плане наших отношений с другими странами, но мы должны приложить усилия, чтобы ситуация улучшилась в этом плане. Но в любом случае я считаю, что это такая очень важная дата в нашей истории, и через в 23-м году мы будем отмечать 15-летие признания. Это, по-моему, тоже такая очень круглая, важная дата, и надо ее отметить так хорошо, широко. Да, но вот все-таки, если немножечко конкретнее говорить, да, вот, допустим, из тех вызовов, которые сложились, да, у нас после признания, да, и установления дипломатических отношений, какие бы вы именно отметили и считаете вот основными? Ну, я думаю, что основной вызов в том, что фактически Абхазия является таким частично изолированным государством. Вот мы все знаем, что ведущие западные державы нас не признают и даже вообще не хотят особо с нами общаться. Хотя какие-то международные организации в Абхазии работают, но тем не менее они нас воспринимают как часть Грузии. Так что это нас, конечно, ни в коей мере не устраивает. Так что проблема такая очень серьезная. Еще проблема в том, что Грузия ведет очень такую активную пропагандистскую кампанию. То, что она называет Абхазию оккупированной территорией, это для нас просто вообще маразм полный, потому что мы себя абсолютно не считаем оккупированной. Наоборот, Россия – это наш стратегический партнер, и мы очень благодарны им за то, что у них здесь есть своя база военная. Так что мы никакая не оккупированная территория, но мы должны это всячески пытаться разъяснять вот этим западным всяким политикам. Да, но мне кажется, что тут есть, как вот вы считаете, есть и другая сторона. Вот после признания, после 2008 года наш статус немного трансформировался, да, это видно и по крайней мере, его пытается трансформировать Грузия, да, отрицая, что мы сторона в конфликте, да, вот они трансформировали даже наш, получается, конфликт. И вот как нам выйти вот из этой ситуации, когда, например, на женевских дискуссиях, на которых каждый год присутствует наша делегация, но тем не менее она не является там стороной конфликта. Вот как вам кажется преодолеть вот этот, если так можно сказать, кризис, наверное? Да, это, конечно, со стороны Грузии очень такая неразумная политика, но это все Саакашвили придумал, и сейчас эти новые грузинские лидеры, они не могут как-то открыто так против Саакашвили выступать, потому что у него все еще есть там такие партии, которые его поддерживают. И поэтому, конечно, очень трудно убедить Грузию в том, что нужно менять свои подходы. Но все-таки, мне кажется, мы должны вести такую работу. И на тех же женевских дискуссиях надо пытаться этим западным посредникам как-то все-таки разъяснять, что если они считают, что не было никакого грузино-абхазского и грузино-южно-осетинского конфликта, а только конфликт с Россией, это приведет к тому, что мы никогда этот конфликт не урегулируем.
И Понятно. Теперь нам надо более подробно вот то, что произошло во время грузино-абхазской войны в 92-93 году, какие они тут творили зверства, когда ввели свои войска в Абхазию, чтобы вот эти западные политики понимали, что Грузия совершила вот такую ужасную ошибку и фактически преступление. вот в связи с тем, что вот даже 26 августа, как вы знаете, был вот День признания независимости, да, вот после этого появилось очень много различных публикаций, в том числе и грузинских тоже, очень много различных интервью было записано и проведено, и там всюду мелькала мысль о том, что, возможно, все-таки это произойдет, и это вполне нормально и приемлемо, если произойдет так называемый отзыв признания независимости. Я даже не знаю, как по-другому это сказать, но об Да, этом очень да. часто говорят в Грузии. Вот как политолог, как вам кажется, насколько вообще это возможно и существовало ли такое в международной практике? Вот что вы об этом скажете? Честно говоря, я надеюсь, что такого не произойдет, потому что я знаю, что вот грузинские политики надеются, что со сменой руководства, высшего руководства Российской Федерации может прийти к власти какой-то прозападный политик, который может вот пойти на поводу у этих западных политиков. Но я надеюсь, что такого не произойдет, потому что все-таки Россия – это государство, которое прекрасно осознает свои национальные интересы, и отношение к Абхазии, к Южной Осетии, я думаю, что не может измениться. Это будет очень просто странно. Так что я надеюсь, что такого не произойдет, и что все-таки рано или поздно, может, в Грузии придут к власти какие-то политики, которые более трезво будут смотреть на эту ситуацию. И, ну, если даже они не согласятся признать Абхазию и Южную Осетию как независимое государство, хотя бы подпишут договор о невозобновлении военных действий. Это уже будет такой шаг вперед к установлению между нами более или менее таких приличных отношений. Да, абсолютно точно это так. И еще один вопрос, который я хотела у вас спросить. Буквально в конце прошлой недели в Абхазии, в Сухуме, был известный политолог, общественный деятель, профессор МГИМО Андроник Мигранян. Он очень много выступал и в университете, и давал пресс-конференцию, дал интервью довольно-таки подробное спутнику Абхазии. Вот вы следили за этим, за его выступлением, что вас удивило, в чем вы его поддерживаете, в чем нет, расскажите. Ну, я его абсолютно во всем поддерживаю, потому что вот мы с ним были знакомы еще сразу после окончания войны. Он приезжал в Абхазию, и я помню, вот мы с другими депутатами ездили в Москву, в Госдуму, там встречались с руководителями различных фракций Госдумы и пытались вот как-то им объяснить ситуацию. И этот Мигранян, он всегда вот как-то старался нам помогать, потому что это такой человек, который очень позитивно относится к Абхазии. Поэтому я ему очень благодарна и считаю, что вот нам бы побольше таких вот российских политологов, которые бы так хорошо относились к Абхазии и старались как-то вот наш имидж улучшить. Но мы сами в этом направлении как-то пока недостаточно работаем, потому что я вот так часто на некоторых российских сайтах читаю не очень объективные, не очень такие позитивные материалы об Абхазии. И я думаю, что в какой-то степени это наша вина. Мы не умеем вот имидж Абхазии как-то улучшать. И я вот предлагаю, чтобы мы начали этим очень активно заниматься. И даже в Грузии, кстати говоря, не мешало бы, чтобы люди лучше понимали. Потому что я знаю, что молодежь там вообще не знает истинной природы и истинных причин вот этого грузино-абхазского конфликта. У них совершенно другой взгляд. И это ни к чему хорошему не приведет, когда к власти в Грузии придет вот это вот новое поколение политиков. Да, это интересная мысль, но как вам кажется, как это можно делать? Как вот доносить больше о себе информации, тем более в такой ситуации изолированности?
надо стараться все-таки использовать любую возможность, чтобы представители Абхазии выезжали на различные международные конференции. Я знаю, что вот наши неправительственные организации, они стараются как-то, чтобы голос Абхазии был услышан, но почему-то, к сожалению, некоторые в Абхазии некоторые политики осуждают их за это, что вот они ездят куда-то там, и считают, что вообще не надо общаться с этими западными политиками. И некоторые считают, что конфликт урегулирован, и не надо вообще больше этим заниматься. Но я считаю, что это ошибочная такая очень точка зрения. Наоборот, нам надо как можно больше общаться с внешним миром, конечно, не только с теми странами, которые нас признают, а и с теми, которые упорно не признают. И мы должны как-то вот менять их точку зрения и стараться использовать любую возможность для того, чтобы свое мнение высказывать. Спасибо большое. Мне кажется, это очень интересная мысль. Особенно я впервые, например, об этом задумалась, о том, что действительно молодежь, которая сегодня живет в Грузии, когда-то будет, и они совершенно ничего, да, и имеют совершенно трансформированное знание о конфликте, об истории. Да. Нателла Нуриевна, огромное вам спасибо. Спасибо за ваши комментарии. Всего доброго. Спасибо за внимание. Всего хорошего. Ну а теперь совсем к другой теме, которая, однако, не перестает быть актуальной уже почти 2 года. Всему миру предрекают так называемую 4-ю волну эпидемии коронавируса. Ужасают цифры зараженных. 223 миллиона зарегистрированных заражений в мире. Такова статистика на конец прошлой недели от американского университета Джонса Хопкинса. Самые высокие темпы распространения инфекции сейчас в США. Всего там выявили 40 миллионов инфицированных, за сутки 170 тысяч. На втором месте Индия 33 миллиона и 35 тысяч за сутки. На третьем Бразилия 21 миллион и 31 тысяча за сутки. Подробный материал на тему дан на сайте РИА Новости. Там также разбирают, влияет ли вакцинация на темпы распространения COVID-19. Канада, Великобритания, США — везде заболеваемость в несколько раз выше, чем в начале лета, пишет РИА Новости. Схожая картина в Европе. При этом американцы одними из первых еще в декабре начали вакцинацию. Половина тех, кому в принципе можно было привиться, сделали это. В Канаде и Великобритании 70%, чуть меньше в Евросоюзе, во Франции 58%, в Германии 61%, в Италии и Австрии около 60%. Даже Израиль, в котором большая часть населения привилась по 3-му кругу, вновь охвачен пандемией. Однако тут нужно отметить и то, что те, кто болеет во 2-й и более раз, переносят вирус гораздо легче. Печальный итог нынешнего времени подвел глава израильской программы по борьбе с коронавирусом. Он сказал: отныне это наша жизнь в волнах эпидемии, и призвал готовиться к 4-й дозе вакцины. Пожалуй, это все темы, на которых мы хотели сосредоточить ваше внимание на этой неделе. Мы будем продолжать держать руку на пульсе событий и отслеживать самые важные и интересные события вокруг Абхазии. До новых встреч в эфире.